Страны Центральной Азии поддержали Китай. Талибы пугают блицкригом. Узбекистан. Заявки трудящихся. Желаем китайским друзьям успешного... Страны Центральной Азии выразили безоговорочную поддержку Китаю в связи с визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань и сложившейся политической ситуацией вокруг визита, за которым весь мир наблюдал, затаив дыхание. Казахстан поддерживает принцип одного Китая и считает Тайвань неотъемлемой частью территории Китайской Народной Республики, сообщил 4 августа официальный представитель МИД страны. Он подчеркнул, что Казахстан выступает за соблюдение действующих норм международного права и Устава Организации Объединенных Наций. Узбекский, кыргызский и таджикский МИДы сделали аналогичные заявления. В связи с развитием ситуации вокруг Тайваня, МИД Узбекистана выражает надежду на скорейшее снижение возникшей напряженности. Узбекистан последовательно поддерживает политику одного Китая, суверенитет, территориальную целостность этой страны в соответствии с общепризнанными нормами и принципами международного права, говорится в сообщении Министерства иностранных дел Узбекистана. Кыргызская республика поддерживает неизменность своей позиции по тайваньскому вопросу и поддержку политики одного Китая, изложенные во всех основополагающих кыргызско-китайских документах, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Кыргызстана. Таджикистан поддерживает территориальную целостность Китая в соответствии с общепризнанными нормами и принципами международного права, сообщается на сайте МИДа Республики Таджикистан. Аналитики отмечают, что, однако, почему-то режимы в странах Центральной Азии совершенно не беспокоятся о соблюдении пресловутого международного права по поводу России, которая в течение десятилетий совершает военные преступления в разных странах под различными предлогами. Они воюют с мирными женщинами, это ж трусость. Даже воробьи на людей, извините за выражение, бросают на человека, мирных жителей, вот сидящий помет. Это тоже такие же птицы, которые бросают с воздуха на нас ядовитые пометы свои. Напомним, что Китай является крупнейшим кредитором и инвестором в регионе. Все страны Центральной Азии имеют большие долги перед Пекином, по сути, находясь в экономической зависимости от него. Так, по данным Минфина Таджикистана, от февраля 2022 года на Китай приходится 34% внешнего долга Таджикистана, 1,39 миллиарда долларов. Задолженность Кыргызстана на июнь 2022 года составляла 1,8 миллиарда долларов. В Узбекистан за последние 5 лет Китай инвестировал более 9 миллиардов долларов, а госдолг страны перед Пекином составляет 4,2 миллиарда долларов США. По официальным данным Нацбанка Казахстана на 1 апреля 2021 года общий долг Казахстана перед Китаем составил 9,7 миллиарда долларов. Однако, по данным Международного исследовательского центра AidData, лишь в период с 2000 по 2017 год Казахстан занял у Китая 35 миллиардов долларов США. Пользуясь случаем, хочу подчеркнуть, что мы намерены и далее всячески поддерживать иностранных инвесторов, включая наших китайских партнеров. Заместитель командира 217-го армейского корпуса Омари движения «Талибан» Мулла Джан Мухаммад Хамза, более известный как Мулла Джан, пригрозил Таджикистану захватом страны в течение недели, если Душанбе не прекратит вмешиваться во внутренние дела Афганистана. Об этом сообщает сайт 8am AF со ссылкой на один из своих источников. При этом Мулла Джан уточнил, что угрозу удастся воплотить в жизнь, если за спиной Таджикистана не будет стоять Россия. Ранее Гульбиддин Хикматияр, бывший премьер-министр и основатель Исламской партии Афганистана, заявил, что Таджикистан, предоставив убежище афганской оппозиции, объявил войну Афганистану, потребовав от Душанбе не вмешиваться во внутренние дела Афганистана.
Напомним, что с момента прихода к власти движения «Талибан» в Афганистане и по сей день Душанбе принял непримиримую позицию в отношении нового правительства Афганистана, в то время как остальные страны региона высказали готовность к сотрудничеству с талибами в различных сферах. Таджикское правительство требует создания так называемого инклюзивного правительства в Афганистане, поддерживая при этом вооруженные формирования Масуда-младшего. По инициативе режима Рахмона даже были предприняты попытки рекрутирования добровольцев в Таджикистане для отправки в Афганистан на братоубийственную войну под предлогом защиты якобы ущемленного таджикоязычного населения. По мнению наблюдателей, несмотря на воинственную риторику полевого командира, данное заявление вряд ли имеет под собой серьезные основания, так как оно противоречит официальной позиции Талибана, которая заключается в сотрудничестве с мировым сообществом ради признания им нового правительства. Представители Талибана неоднократно заявляли, что не допустят нападений на соседние страны с территории Афганистана. Таджикский режим же в первую очередь волнует не военное вторжение с территории Афганистана, а возрождение в регионе самой идеи жизни согласно законам религии и объединение исторического единого региона с разрушением искусственных национальных границ. Ярким примером того, с какой теплотой население Центральной Азии относится к талибам, является реакция жителей Самарканда, который недавно посетила афганская делегация. inson jamiyat davlat degan В Узбекистане 1 августа было приостановлено общественное обсуждение проекта конституционного закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан. По данным телеграм-канала Юксалиш Лайв, в ходе обсуждения поступило 117 357 предложений по конституционной реформе, среди которых в том числе есть предложения, поддерживающие поправку к статье 90 действующей Конституции, касающиеся продления срока президента с 5 до 7 лет. Информация, попавшая к журналистам, показывает, что некоторые из этих предложений кое-где были оформлены в виде заявки трудящихся, как и в советское время, пишет Азадлик. В частности, работников госпредприятий и бюджетных организаций заставляли направлять письменные предложения. Также махалинские активисты требовали у жителей населенных пунктов позвонить по телефону на номер 1341 и просить продлить срок президентства с 5 до 7 лет или сделать предложение остаться пожизненно. Кроме этого, в распоряжении редакции Азадлик оказалось несколько документальных подтверждений, что людей заставляли подписать бланки с аналогичными предложениями. Группа работников АО «Узметкомбинат» города Бекабад Ташкентской области передала в Озадлик копию предложения для написания в Законодательную палату Оли Маджлиса. Я живу в городе Бекабад Ташкентской области. Я очень доволен теми реформами, которые сейчас проводит наша страна. Поэтому у меня есть предложение по статье 90 нашей Конституции. Мое предложение состоит в том, что я хотел бы сделать срок полномочий президента непрерывным с 7 лет и предложить быть избранным на пост президента пожизненно. Один из чиновников в Зааминском районе Джизакской области, пожелавший остаться неназванным в целях безопасности, рассказал, что эта работа была навязана работникам госпредприятия. Не письменно, а устно, но в обязательном порядке для всех организаций – МВД, прокуратуры, школ, детских садов. Помощникам хакимов дали распоряжение, чтобы они ходили по знакомым горожанам с просьбами позвонить на номер 1341 и внесли предложение сделать президентский срок 7-летним. Население Заамина не доверяет президенту. Сначала он работал на народ 2 года, потом они работают на своих родственников и выводят деньги в офшоры. Если у Каримова были 2 дочери, то у него много родственников, и они не могут насытиться, говорит чиновник.